Есть в нашем, так сказать, обществе такая история, что средства массовой информации, они являются мостом между страждущими и остальными. Что же остальными? Половина страждущих, вторая половина. Вы так вот широко мажете. Половина, да, у вас? Это называется пастозность. Я недавно узнал. Крупные такие мазки, когда рельефность Да-да, придается. плюс-минус 30%. Я понимаю. Но нет, я хотел сказать о том, что СМИ — это связующее звено между страждущими и решающими вопросы. Вот пишет мужчина Дмитрий Косарев. Он не просил меня оставлять его имя в анонимном, так сказать, разделе. Да и, мне кажется, человек, который пишет, выступает за правду, не имеет права говорить, что оставьте мое имя, так сказать, где-то там у себя. Добрый день, Сергей Валерьевич. Я уже вам писал ранее про город Бугульму. Писал? Возможно. Где это? Скажите мне, Владик, я знаю, а вы? Я нет. Бугульму. Это в России, Тим. Да, у нас такие названия. И мы ими гордимся. Да. Я просто хочу Это у вас уточнить. там София, да, Париж, Санкт-Петербург, Варью. Майами. Моя народная река Каягога. Как? Каягога. Ну, ничего. вот да. Каягога Кая, говорить да. надо. Каягога. Добрый день, Сергей Валерьевич. Я уже описал вам ранее про город Бугульму и контингент, который его населяет. Смотри, как мажет, да? Также в прошлом году вы освещали ситуацию в Омске. Поэтому решил вам написать. Помощи ждать неоткуда. Бугульма — это маленький город в Татарстане. Жителей немного, в районе 80 тысяч человек. 2 года назад у нас сменился мэр. Надо сказать, что когда прошлый был мэр на посту, люди были очень недовольны. И вот сменили 2 года назад, как я сказал, ранее. Ну, не так уж и ранее. Зимой прошлого года жители города наблюдали снежный коллапс, сугробы высотой около метра, колея на дороге. Многие дороги по характеристикам превратились в проспекты, потому как посередине дороги образовалась полоса сугроба. Вот что такое проспект. Которая образовала отбойник. Проспект — это когда есть отбойник между полосами. Глава города утверждал, что пришел менее года назад. Все разворовано, техники нет. Мол, прошлый мэр все распродал перед тем, как уйти. В этом году ситуация повторилась, только размах больше. В прошлом году хоть убирались улицы, была пара тракторов, плюс были организации, которые брали ответственность за уборку некоторых районов на себя. Например, частный дом моих родителей находится в районе кирпичного завода. И вот кирпичный завод за свой счет чистил нам улицу. А в этом году они разорились, видимо, на очистке снега. Я был у родителей на новогодние праздники. Приехали мы туда с женой еще в начале декабря. Неплохо так заехать на новогодние праздники в начале декабря. Ну, чтобы обжиться, осмотреться. Но это все шутки шуткой, а серьезно. Так вот, трактор, который чистил улицы, я видел примерно 15-20 декабря. То есть вот опять же неделями живет человек. 15-20. А после этого буквально вчера. То есть нас не чистили почти полмесяца или даже больше. Жители города, натерпевшись безответственностью, раздельно, главы города решили устроить митинг для того, чтобы показать свой настрой. Вот, настрой. В ответ на это были брошены силовые структуры. Людей, которые ехали на автомобилях к месту проведения митинга, останавливали пачками, по 5-10 машин, устраивали полный досмотр. Одной остальные ждали, тем самым добились, чтобы на митинг пришли не все. Те, кто шел пешком, были остановлены сотрудниками ППС. И их под любым предлогом доставляли в отдел. Предлоги были такие: установление личности, тест на алкоголь, наркотики. Тест имеется в виду. Подозрительность. Да. Те же, кому удалось добраться, были встречены главой города, который всех пригласил в администрацию для дальнейшей беседы. Вежливый человек. В ходе этой беседы мэр заговорил всем знакомые слова: денег нет, техники нет, снег уйдет весной, потерпите. Хороший план, надежный. Гениально, вот это просто. Ну, потерпите до весны. Снег уйдет весной. Сам уйдет, сам. Как ороды какие-то, вот, да, вот, как Мамай уйдет. Когда выщипит всю траву и уйдет. Мы уже сыты этим враньем. Город выигрывал не один тендер на технику, и деньги на благоустройство выделяются сверху постоянно. Выделяются. Мы писали наверх, в ответ получили отписку: ваша жалоба отправлена в исполком Бугульмы.
и так далее. Чтобы не быть голословным, отправляю вам фото улиц города с разных районов. Фотографии я рассмотрел. Очень Прилагаются, много да? хорошего белого снега. Никаких реагентов, это точно. Ну, это праздничная обстановка. Ну что надо сказать, товарищи? Плюс 7967-103-5533, это наш WhatsApp номер. Товарищи из Бугульмы, напишите, нас уже отключили у вас или еще нет.